Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сульхия Азими. Здравствуйте. Сегодня, 22 августа, во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития Валида Аль-Бахара. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Республикой Таджикистан и данным фондом. Таджикистан уделяет постоянное внимание укреплению и расширению отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с государством Кувейт и рассматривает Кувейт как важного партнера, отметил в начале беседы лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. В ходе беседы с удовлетворением было отмечено развивающееся сотрудничество Таджикистана с фондом финансирования важных инфраструктурных проектов, в том числе строительство автомобильных дорог, восстановление электрических и ирригационных сетей. Лидер нации отметил, что в настоящее время в Таджикистане принимаются необходимые меры для обеспечения населения и региона зеленой энергией и развития зеленой экономики. В этой связи была подчеркнута актуальность привлечения кувейтских инвестиций в сферу возобновляемой энергетики, особенно гидроэнергетики, а также улучшения электроэнергетической инфраструктуры. Было признано целесообразным и увеличение объемов финансирования фондом инвестиционных проектов в таких сферах, как образование, здравоохранение и транспорт. Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 22 августа президент Республики Казахстан, уважаемый Касым-Жомарт Токаев, с государственным визитом прибыл в Республику Таджикистан. В рамках государственного визита президента Республики Казахстан в Республику Таджикистан состоялась официальная церемония встречи. Обсуждение вопросов сотрудничества Таджикистана и Казахстана прошло в ходе встречи и переговоров на высшем уровне. Затем состоялось подписание новых документов о сотрудничестве, а по итогам встречи и переговоров была организована пресс-конференция. 22 августа президент Республики Казахстан, уважаемый Касым-Жомарт Токаев, прибыл с государственным визитом в Республику Таджикистан. В международном аэропорту Душанбе высокопоставленного гостя в знак уважения и искренности встретил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон.
В ходе короткой беседы в аэропорту президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Токаева в Таджикистане и выразил уверенность в том, что итоги государственного визита будут способствовать укреплению и расширению дружбы, сотрудничества и солидарности двух стран. – 22 августа состоялась официальная церемония встречи президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на площади Дворца нации, празднично украшенной в честь встречи высокопоставленного гостя. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с искренностью встретил президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Токаева, и пригласил его на почетный подиум.
Бой! جناب عالی پرزیدنت جمهوری قزاقستان بتالون قراول فخری با مناسبت سفر دولتی شما به سرزمین جمهوری تاجیکستان صف آراسته شد. کماندیر بتالون قراول فخری پادپالکونیک حافظ‌زاده. Председатель Маджлиса, председатель Маджлиса, премьер-министр, руководитель исполнительного. Уважаемый Касым-Жомарт Кемерович, приветствую вас в Таджикистане. Мы очень рады вашему государственному визиту.
Уверен, что его итоги придадут новый импульс нашим отношениям. Они сегодня развиваются динамично в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном измерении и в сфере безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы сотрудничества наших стран, а также международный региональный вопрос. Еще раз приветствую вас в Таджикистане, уважаемый Касым-Жомарт Кемерович, и желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Слово. Уважаемый Имам Али Шарипович, прежде всего хотел бы выразить сердечную благодарность за исключительное радушие, гостеприимство, которое было оказано мне с первых минут пребывания на древней священной таджикской земле. Отношения между Казахстаном и Таджикистаном развиваются успешно по восходящей линии практически по всем направлениям. Мы являемся надежными союзниками. Мы ценим отношения Таджикистана, таджикского народа к Казахстану, к казахскому народу. Но останавливаться на полпути нельзя. Мы должны дальше двигаться вперед. Поэтому задача данного визита, как вы правильно сказали, придать самый серьезный импульс развитию нашего сотрудничества. Сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях. Это договор исторического значения, на мой взгляд. Поэтому полагаю, что у нас состоится интересный обмен мнениями по всем интересующим нас вопросам. Спасибо вам. Обсуждение вопросов сотрудничества Таджикистана и Казахстана началось со встречи глав государств уважаемого Эмомали Рахмона и уважаемого Касым-Жомарта Токаева. В узком формате продолжилось в расширенном составе с участием обеих сторон. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, приветствовал высокопоставленного гостя и сопровождающую его делегацию в Таджикистане и поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личное внимание во всестороннем укреплении таджикско-казахских отношений, основанных на открытом, надежном и искреннем взаимодействии. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-банковской сферах, а также в областях промышленности, энергетики, сельского хозяйства и других направлениях, представляющих взаимный интерес. Было подчеркнуто, что Казахстан занимает лидирующие позиции среди торговых партнеров Таджикистана и показатели товарооборота между двумя странами имеют устойчивую динамику роста. Объемы взаимного товарооборота в первом полугодии текущего года возросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было отмечено, что в Таджикистане действуют 92 совместных предприятия с инвестициями Казахстана и 89 предприятий с участием таджикских предпринимателей в дружественной стране. За последние 5 лет в экономику Таджикистана поступило 700 миллионов долларов инвестиций из Казахстана. В ходе переговоров речь шла и о наличии большого потенциала для дальнейшего наращивания сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. На это указывают, как было подчеркнуто, итоги таджикско-казахстанских бизнес-форума, который прошел 21 августа в Душанбе в рамках государственного визита президента Республики Казахстан. На полях этого мероприятия подписано 14 коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве на общую сумму 1,2 миллиардов долларов США. В этом контексте было предложено повысить эффективность работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и широко использовать ее потенциал. Было подчеркнуто, что существует множество возможностей для сотрудничества в реализации совместных проектов в сфере промышленности Таджикистана, в том числе в горнорудной, легкой, пищевой и химической отраслях, а также металлургическом секторе. В ходе встречи было признано необходимым ускорить процесс реализации проекта по созданию 3 логистических центров для поставки аграрной экспортной продукции Таджикистана в Казахстан. Было отмечено, что сегодня более 80% экспорта фруктов и овощей Таджикистана приходится на Казахстан. И этот процесс имеет тенденцию роста. В то же время из Казахстана в Таджикистан импортируется большой объем пшеницы, муки и другой продукции зерновых. Только в прошлом году доля этого вида продукции в общей структуре импорта Таджикистана из Казахстана составила почти 40%. На встрече состоялось обсуждение
хода реализации достигнутых договоренностей о сотрудничестве в сфере цифровизации. Было отмечено, что 100 таджикских специалистов этой сферы пройдут обучение в передовых центрах информационных технологий Казахстана. Было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества в сфере транспорта и логистики, грузовых и пассажирских перевозок, открытием автобусных маршрутов и регулярных авиарейсов между столицами двух государств. Другими темами встречи стало развитие сотрудничества туристической сферы в связи между регионами двух стран и гуманитарной сфере. В ходе встречи было подчеркнуто, что межпарламентские отношения стран динамично укрепляются. В этой связи динамичной была признана деятельность постоянной комиссии по сотрудничеству Верхних палат и групп дружбы Нижних палат парламентов. Было сказано, что в настоящее время в высших учебных заведениях Казахстана обучаются около 400 граждан Таджикистана и 100 студентов из дружественной страны в Таджикистане. В этом контексте стороны признали необходимым принять совместные меры по развитию сотрудничества в сферах науки и образования, культуры и искусства. Было подчеркнуто, что важное место в отношениях между двумя странами занимает сотрудничество в сфере безопасности. Стороны признали необходимым и далее координировать деятельность спецслужб в борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснациональной организованной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность. В ходе переговоров стороны также обсудили сотрудничество двух стран в рамках региональных и международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора о коллективной безопасности, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 22 августа во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Республики Казахстан, уважаемый Касым-Жомарт Токаев, приняли участие в церемонии презентации проекта сотрудничества по электронному правительству. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что внедрение электронного правительства является требованием времени, и правительство Республики Таджикистан с учетом потребностей общества уделяет этому вопросу все большее внимание. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность правительству Республики Казахстан и президенту этой страны, уважаемому Касым-Жомарту Токаеву, за всемерное содействие в осуществлении этого процесса. По завершении церемонии презентации проекта главы государств пожелали специалистам отрасли успехов в достижении конструктивных целей и эффективной реализации проекта. Уважаемые телезрители, это были все главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.